Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за вашу поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты и за то, что выбираете быть со мной. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто думает о вас постоянно? Кто 24/7 думает о вас? Загадайте, пожалуйста, на себя. Не надо думать о мужчинах, представлять кого-то. Ничего этого делать не надо. Просто загадайте на себя. И задайте вопрос от своего имени вслух, либо про себя, как вам будет удобно. Главное, чтобы вы сделали запрос во Вселенную, да, что вас интересует. Настраивайтесь, мои хорошие. Я тоже буду настраиваться. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Филин тут не просто думает, тут еще и следит, подсматривает. Филин, большой, крупный филин. Человек, но я так понимаю, что вам знакомый, потому что боится вам показаться на глаза. Он мечтает вас увидеть, мечтает с вами поговорить, но боится показаться вам на глаза. Как будто бы вот ночная птица, да, либо действует по ночам. Подсмотреть, подслушать. В таком ключе у него идет. Здесь показывают мужчину, который в жизни совершил очень много ошибок. Роковых ошибок, недопустимых ошибок. Человек, который за свои ошибки платит, расплачивается по сей день. Человек, который думал, что он хитрее, чем все на свете, да, что он может обыграть саму судьбу. Но по итогу он сыграл и проиграл. Вот как-то так мне идет. Человек везде побывал. И на пике успеха, и в самой бездне, грубо говоря. Да, везде побывал. Прям жизнь его, конечно, тут покрутила, помытарила. У кого-то еще отыграется, что этот человек, он был либо запойный, да, в какой-то момент своей жизни, либо даже какую-то запрещенку потреблял. Вот, возможно, лечился, возможно, боролся с этим. И вот здесь как бы он победил. Да, возможно, это его единственная победа, но тем не менее. Человек, который вас в свое время очень сильно либо не понял, недооценил, либо то, что я сказала, и плюс еще обидел. Как-то так мне идет. Но ему стыдно показаться вам на глаза, ему стыдно посмотреть вам в глаза, хотя он об этом постоянно мечтает. Это кто-то из вашего прошлого. Подумайте, кто был таким, вот он был высокого мнения о себе, вот прям так и подавал, что все дураки и один умный. Человек, который самовлюбленный, нарцисс такой, знаете, вот любите меня, я вам буду позволять. Человек, который не считался ни с кем, кроме себя, да, кроме своих интересов. Человек, который сделал больно. Человек, который вот как упорхнул, что ли, вот как-то, знаете, резко исчез. Вот мне идет так. Либо что-то такое сделал, что было непоправимо, и он даже прощения не попросил, он просто исчез из вашей жизни. Вот этот именно человек думает о вас. Не только думает, но и постоянно подсматривает. Очень много о вас знает, очень много информации получает. Кстати, не только, например, лично добывает информацию. Тут еще люди какие-то могут сливать информацию о вас. Может быть, он с каких-то левых аккаунтов проверяет, штудирует ваши соцсети, да, если они у вас есть. Такой, знаете, в этом деле он как бы молодец. Он знает, что делает. Информация к нему идет. У этого человека сейчас в жизни ничего нет. Боль у него в жизни есть, боль и разочарование.
знаете, как сам в себе разочаровался. А больно, потому что все просрал, извините за слово, особенно вас. Вот возможность быть с вами, любовь вашу, понимаете? Вот просто было и нет, да, давался такой шанс жизни, а он не понимал, не ценил, а теперь уже как поздно, да, ничего уже не поменять. Вот, теперь он плачет, девочки, он плачет по ночам, он плачет днями, ему очень-очень плохо. Какая-то боль постоянно присутствует. И эта боль не только с вами связана, ему еще по какой-то другой причине больно. Может быть, он чем-то болен, а может быть, какие-то серьезные проблемы болезненные. Вот что-то такое еще происходит. Оно чувствуется, но я не могу понять, что это конкретно. Но опять же, вы все у меня разные. Он думает. О чем он думает? Он думает о прощении, он думает о том, что, возможно, Боженька даст ему шанс еще раз войти не только в вашу жизнь, но и в ваш, например, дом. Возможно, даже это муж, да? Бывший муж. Хочется стать опять вашим мужем, хочется опять с вами вместе проживать, хочется жизнь на двоих делить. То, чего раньше он не ценил, именно сейчас этого хочется. Человек, который, кстати, очень буйную жизнь прожил, либо какой-то очень буйный период своей жизни. У него было очень много связей, и не все эти связи для него хорошо закончились. Вижу, что его даже били за что-то очень сильно. У кого-то еще отыграется, что он какую-то болячку себе заработал от этих вот связей, назовем их так, прям нагулялся. Вот хочется сказать, нагулялся, даже перегулял, так что последствия очень долго боком ему вылазили. Зачем-то гонялся, так и не понял зачем, так и не нашел. А то, что было настоящим, ну, ваши чувства к нему, вот он потерял. Причем потерял, ну, вот как мне видится, безвозвратно. Хотя, судя по его намерениям, он будет искать возможность с вами свидеться и поговорить. То есть вот это то, что он мечтает. Видите, вы стоите и целуетесь, стоите на одном острове. То есть опять соединиться, целоваться, обниматься, то есть любовь с вами познать. Но на самом деле произойдет вот это. Встреча и разговор произойдет. Причем вы ему грозите рукой. Вы такая, не подходи, а то врежу, да? Либо ты еще получишь, еще тебя Бог накажет, да, за то, что ты так себя повел. Встреча будет. Рыба, скелет от рыбы. Даже не рыба, а скелет от рыбы. Нет, вы не простите, вы не позволите, вы ничего не забыли. Вы ничего не забыли, ничего не забудете. Вот, кстати, с вашей стороны это очень правильный поступок, да? Не простить, не забыть. Ему прямо рукой грозите, такая, ну, я тебе дам, да? Только попробуй еще подойди. Чуть дальше нам показывают, что этот мужчина, несмотря на то, что вы его не принимаете, он все равно как-то будет стараться быть рядом. Может быть, поселится где-то рядом с вами, либо очень часто будет приезжать туда, куда вы, ну, где вы живете, например. Да, вот как-то он будет присутствовать, как тень он присутствует, не как полноценный человек, а как тень. Прощение, ему нужно прощение, в первую очередь нужно прощение. Вот знаете, каким бы он ни был, он все равно понимает, что, скорее всего, то, что с ним происходит, вот эта вся боль в его жизни, это ему в наказание за то, что вас в свое время обидел, за то, что с вами был максимально несправедливый, нечестен. Как, знаете, назад ему, да, ваши слезы отливаются. Но у вас были слезы, а у него просто вот потоки, все глаза уже выплакал. Но этого мало, этого недостаточно. Такому человеку и море слез, да, это ни о чем. Смотрите, еще показано, что этот мужчина, у него то ли деньги есть, то ли деньги будут. И он вам эти деньги будет предлагать. Но предлагать в качестве расплаты. Ну, типа, я хочу оплатить свой грех перед тобой. Я ничего не могу сделать, я ничего из себя не представляю, но как бы у меня есть сумма, я хочу тебе отдать. А может быть, у вас общие дети, может быть, он будет прикрываться детьми и говорить, вот, типа, это на детей. Вот как, знаете, купить, подкупить будет пытаться. Ну, это как бы ваше восприятие. А с другой стороны, девочки, если он действительно вам должен, так вы эти деньги возьмите и дальше его посылайте, да? Как-то так идет.
В общем, тяжело, прям тяжело об этом говорить. Знаете, голова начала болеть. Давайте я вам лучше про другого еще товарища расскажу. Вот он у вас тут наверху сидит. Это прошлое, которое вы не хотите, прошлое, которое вы не примете, но прошлое, которое вас, извините, настигает, да. Ну вот оставили вы след в его жизни и судьбе. В свое время он не ценил, не понимал, а вы готовы были с ним на край света пойти. Вы его очень любили. Но он своими действиями любовь вашу просто вот придушил. Задушил, придушил, похоронил. Вот так мне идет. Как бы он сейчас там не старался, не пыхтел, все равно вы уже назад его не примете. Ну и вы должны знать, что все ваши болевые ощущения, все ваши слезы ему отольются, уже отливаются, еще дальше будет. То есть это как бы только начало его страданий. Никому не нужен. Никому. И ни с кем счастливым он не будет. Единственный шанс на счастье — это были только лишь вы. Так, прошлое пусть остается в прошлом. Хотя оно о себе напоминает. Так, вот этот мужчина — это новый мужчина. Мужчина, с кем вы недавно то ли виделись, то ли познакомились. Опять же, вы все разные. Мужчина по возрасту, как вы. Может быть, вы в одной компании находились, да? Может быть, кто-то из друзей вас представил друг другу. А возможно, человек, например, пришел к вам в коллектив на работу. Либо это какой-то, не знаю, заказчик, клиент. А может быть, какой-то госслужащий, кому вы приходили на прием, либо мимо проходили, он вас увидел. Вы этому человеку очень понравились, и у этого человека на вас какая-то реакция пошла, знаете, как на что-то свое, любимое, родное. Вот прям теплота у него по телу разлилась. Мужчина хороший, мужчина такой, знаете, достойный. У него высокий интеллект. То есть вот мне идет, что он невероятно интеллектуально развит. Может быть, у него действительно очень серьезные академические знания. Может быть, он какой-то специалист высшего уровня. Плюс постоянно еще сам развивается. Кстати, могли вы еще с этим человеком, может быть, где-то на просторах интернета пересечься. Например, на каком-то сайте знакомств. Но вы его очень заинтересовали. Вот на вас какая-то особая реакция, очень приятная пошла реакция. И ему хочется повторить, ему хочется еще раз испытать вот это тепло, которое разливается по всему телу, как будто бы по венам идет. Мне почему-то кажется, что этот мужчина — ваша родная душа. Вот. Почему вы его не почувствовали? Хотя, может, и почувствовали. Вы в комментариях напишите. Вот за последнее время, там последние, пусть будет там неделя, да, там 7 дней, 10 дней, было ли у вас такое, что вы с кем-то познакомились и почувствовали тепло по всему телу, либо вы с кем-то встретились, да, может быть, уже знакомый человек, и прям тепло почувствовали. Смотрите, это будет он. Это будет он. Но вы почему-то в нем мужчину не увидели. Либо просто, да, рандомный мужчина, вы такая, типа обычный, ничего как бы такого особого. Может быть, вам захотелось ему помочь, да, может быть, это тепло вы восприняли как желание помочь. Либо как приятного собеседника. Вы такая, умный мужчина, приятно поговорить. Да, в таком ключе. Думает о вас постоянно, как будто бы пытается разобраться, да, откуда это приятное тепло, что бы это означало и что мне с этим теперь делать. Вот желание повторить, как в голове, как пластинка заела, да, вот прокручивается. Вот хочу еще раз испытать это чувство. Может быть, это был какой-то обман, либо самовнушение, что это было, да. Может быть, я там стопочку выпил и ее увидел. И вот это приятное тепло, это типа алкотепло. Об этом он думает. Видит вас, прям во снах вас видит. И наяву, кстати, тоже у кого-то отыграется, что видит. Очень ярко представляет. Прям как будто бы он вас сфотографировал, вот глазами сфотографировал. Прям все запомнил. Очень часто мысли прокручивает о вас у себя в голове. Этого мужчину показали с правой стороны, значит, мужчина хороший и, возможно, вам действительно по судьбе. Время все покажет, все на свои места расставит. С этим мужчиной у вас обязательно будет встреча, по крайней мере, он сделает все для того, чтобы еще раз с вами встретиться, чтобы опять испытать это тепло. Вот прям идет мне вот это его тепло, он постоянно его показывает, вот прям как с писаной торбой носится и такой, как это было классно, как это было замечательно, что это, почему меня так торкнуло от нее, да, вот такие мысли у него. Хороший мужчина, достойный. Если вы дадите шанс такому мужчине, явно не пожалеете. Мужчина
умный, развитый и хорошо воспитанный. Вот так мне его показали. Да еще и с правой стороны. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.